Здравствуйте! Мы начинаем наш 37-й проект совместного выпуска «Страны огромной». На связи с нами студия телеканала «Спец» в Москве. Мой сегодняшний соведущий Дмитрий Данилов. На подходе наши гости. Вам стоит ожидать Булата Скандаровича Нигматуллина, Дмитрия Потапенко и Влада Жуковского сегодня. А поговорим мы о теме, которая волнует, наверное, сегодня многих, очень многих, и который нас вольно и невольно выталкивает, потому что были опубличены сегодня там правила или список того, о чем нельзя говорить на тему СВО. Список составила ФСБ, это 60 пунктов. Вот 17 числа был этот список зарегистрирован в Минюсте, ну, судя вот по тому документу, который активно бродит по телеграм-каналам сейчас. Ну, говорить практически ни о чем теперь нельзя, то, что касается спецоперации. Список просто всеобъемлющий. Поэтому многим блогерам теперь не будет оставаться говорить о чем-то, кроме того, что происходит у нас в стране. А происходит у нас быстрая, галопирующая инфляция, обнищание населения. И какая перспектива? Выгодно кому и к чему это приведет? Вот об этом сегодня и поговорим. Дмитрий, предлагаю начать у нас с записанного гостя нашего, Сергея Георгиевича Левченко, депутата Госдумы от Иркутской области, Республики Саха-Якутия и Магаданской области, который поделился нам своим мнением о том, что такое происходит вообще с обнищанием, с бедностью, вообще, что это такое в современной России. Смотрим. В нашей стране парадоксальная ситуация. Страна, которая достаточно еще пока индустриально-экономически развита, правда, в основном в связи с тем, что это индустриализация и высокий уровень технологий, которые показывает в том числе и оборонная промышленность, а это самый высший уровень технологий. Это было сделано в советское время, но остатки еще достаточно работоспособны. Страна с огромными природными ресурсами, которые больше такого количества нет нигде, с достаточно высококвалифицированными кадрами. У нас достаточно большое количество учебных заведений и научных организаций. Страна, где очень хорошие традиции, где мы показывали в достаточно такой недалекой истории такие свершения трудовые, на которым завидовал весь мир. И в то же самое время мы сегодня скатились до уровня третьеразрядных стран с точки зрения бедности населения. Вот все то, что я сказал перед этим, это категорически противоречит тому, чтобы в нашей стране вообще существовала бедность. Но тем не менее, бедность огромная, и почти 21% по даже официальным данным. И как ни пытаются каждый раз менять методики, все равно бедное население есть бедное население, и исправить ситуацию, и сказать людям, что они перестали быть бедными, власть опасается, потому что иначе может быть непредсказуемая реакция. Единственный повод или единственная причина в этом – это плохое, слабое, неэффективное руководство на всех этажах власти. И уровень бедности и нищеты уже достиг такой величины, такого размера, что уже вполне можно говорить о том, что на сегодняшний день серьезно нарушаются права человека. Права человека самые основополагающие, право на жизнь. Если государство, власть мирится с тем, что много лет подряд десятки миллионов людей находятся за чертой бедности,
это не кратковременное дело, когда там может быть месяц, два, три, ну год находился человек за чертой бедности и использовал все, что у него было, одежда, обувь, там, значит, уже так сказать, полученную или купленную квартиру, но это когда десятилетиями миллионы людей находятся за чертой бедности. Первое, видно, что власть не справляется со своими первоочередными задачами. А второе, что действительно в полный рост встает уже проблема прав человека. Потому что многие права сегодня нарушаются, которые записаны в Конституции. Но если у людей вообще в принципе нет денег даже на какое-то маломальски бедное существование, то это основополагающее право, которое у нас не выполняется. Я считаю, что ответственность за вот это сегодняшнее состояние огромного количества бедных, нищих людей власть должна, первое, это приводить к ответственности, кто это позволил так сделать на нижестоящих уровнях, привести к ответственности, и ответить сама. А вообще говоря, рванули бы рубашку на груди и сказали: простите, люди добрые, не умеем, не можем или не хотим это все сделать, умеем только воровать. Тогда бы, наверное, значит, обошлось без каких-то крутых последствий. А так наскребут на свою шею. Вот такое мнение. Дмитрий, что думаешь по теме бедности в нашей стране? Тем более, что население наше показывает достаточно такой геройский вообще поступок. Люди, у которых денег нет, скидываются на помощь призывникам, на помощь ополченцам, на помощь добровольцам, которые участвуют в спецоперации. И при этом мы видим парадоксальную картину, когда где-то еще и умудряются повышать зарплаты в это время. Вот где граница, в том числе граница разумного и граница дозволенного? Здесь, как мне кажется, достаточно серьезно переплетается то, о чем говорил Сергей Георгиевич. Это нищета и права человека. Причем это такие настолько взаимосвязанные две вещи, да, что нищий человек, ему просто нету времени бороться, грубо говоря, за свои права. Нищий человек занят только выживанием. И мне кажется, власть этим серьезно пользуется. И как бы, мы вроде с 1 декабря у нас, да, будет подорожание всего, там сигареты, алкоголь, какой-то налог, вот сейчас только что прочитал, Путин ввел на какую-то газировку, на сладкие напитки, там 7 рублей. И вот тут сегодня тоже была новость, да, Госдума пересмотрит систему оплаты высокопоставленных депутатов. На минувшей неделе руководство Государственной Думы предложило существенно увеличить выплаты вице-спикерам Нижней Палаты парламента и председателям кабинетов за счет сэкономленных средств. За счет сэкономленных, я так понимаю, на гражданах средств. Ой, поэтому... тема такая, то есть, если смотреть, опять же, сейчас комментарии, которые вот у нас появились, еще не так много людей присоединилось сегодня к нам, со спикерами у нас тоже тут небольшая загвоздка. Диму Потапенко выкидывает, никак он не может зайти, и ждем Булата Искандеровича. Вот, и, соответственно, вопросы, а что делать-то, и на эти вопросы пока, то есть... Ответ такой, как говорил Владимир Васильевич Квачков: тот, кто разобрался в ситуации, да, тот не задает вопроса, что делать. Антон? У нас зрители задают вопрос, допустим, вот Ольга Туманова пишет: какие права человека, о чем вы? Хотелось бы напомнить, что есть права человека базовые, есть политические, есть социально-экономические права. Право на жилище, право на достойный уровень заработной платы, право на питание, право на чистую воду. Это вот все относится к базовым социально-экономическим правам. То, что в отдельных декларациях ООН прописано, то, что было прописано в Советской Конституции достаточно подробно, во всех советских конституциях, и то, что отошло на второй план в современной Российской Конституции,
где прописано только то, что Россия это социальное государство. Вот об этом речь сейчас. И хотелось бы напомнить нашим зрителям, что либеральный как бы сектор, либеральный сектор и блогеров, и вообще просто общественности не очень много говорит о социально-экономических правах. Очень часто просто говорят о политических правах. Они тоже важны, но социально-экономические права это все-таки базис, это основа, на которых строится все остальное. Мы видим сами, что людям, которые борются за то, чтобы как-то сохранить свои доходы, получить новые доходы, которые бы обеспечили им хотя бы минимальный уровень жизни, ну им, мягко говоря, не до выборов. Очень часто на выборах голоса просто покупаются у тех людей, у которых денег-то не особо много. Поэтому это очень важно. Сначала забрали деньги, а потом кидают какую-то копеечку, да, чтобы люди шли и голосовали за своего же угнетателя, да, то есть, соответственно, это какая-то византийщина, которая почему-то у нас до сих пор в стране остается, и мы никак не можем от нее избавиться, где человек для государства, да, человек это винтик, а не государство для человека. В том числе. Но есть мнение, которое очень тоже сейчас обсуждалось достаточно подробно в телеграм-каналах, о том, что бедность и нищета – это необходимый инструмент для того, чтобы управлять населением. Бедными людьми, которые просто вот думают все время о том, чем бы прокормиться, ими управлять гораздо легче, чем теми, у кого уже вот эти базовые социальные права удовлетворены. И поэтому вот хотелось бы сегодня от наших гостей, от наших экспертов услышать мнение. Вот и Дмитрий Валерьевич присоединился, Потапенко. Добрый день. Обсуждаем тему бедности, растущей в России, и бедности и нищеты, как в том числе ущемления социальных прав. И вот сейчас мы с Дмитрием разговаривали о том, что, возможно, это такой нужный для власти инструмент, когда нищими, бедными людьми управлять легче, чем теми, у кого какой-то определенный уже достаток есть. Что вы на этот счет думаете, Дмитрий? Ну, связь не самая хорошая, но я могу сказать, что поскольку мы находимся в системе феодального государства, феодальной системы распределения и управления, то по целом наличие как таковых, наличие частного бизнеса, наличие частного или независимого от того, что вы ошибочно называем, или мы ошибочно называем государством, гражданина, это для власти на сегодняшний день естественный вызов и ключевой вопрос, соответственно, чем больше того, что мы ошибочно называем государство, тем меньше людей, человека труда, который производит труд, скажем так, в виде человека, который организует этот труд, то бишь предпринимателя. И поскольку вот эти два фундаментальных правила и закона, соответственно, наша власть соблюдает, естественно, она обязана, я подчеркиваю, обязана для собственного сохранения уничтожать как человека труда, то бишь, который производит труд, так и предпринимателя, что, в общем, она весьма и весьма неплохо делает с помощью драконовских законов и с драконовской системой управления. Надеюсь, вы услышали по причине того, что, конечно, я вас слышу и вижу через раз. Ну, в основном сейчас уровень связи, конечно, радует нас, радует, ну, хотелось бы и лучше. Дмитрий, а вообще при таком состоянии, как вы описали, перспектива-то для россиян, вот для 99% какая? Как им бороться за свою жизнь и ждать чего? Будет светлое будущее или нет? И при каких условиях? Если россияне будут по-прежнему ждать и рассчитывать на штуку под названием государство, то никакого изменения не будет. К сожалению, у наших сограждан, неважно какого они придерживаются толка, левого, правого, серо-буро-малинового,
У них по-прежнему есть патернализм с расчетом на штуку под названием государство. Хотя, подчеркиваю, государство это всего лишь твой сосед, который вчера писался с тобой в одни колготки или ходил в соседний горшок, а вдруг ни с того ни с сего ты его сам же либо своим собственным недеянием, либо собственным деянием поставил в виде ярма сверху над собой и обозвал его там депутатом, мэром, губернатором или президентом. Поскольку именно такой подход, вот что должно быть обязательно вот этот ярмо под названием государство, он присутствует, то фундаментально ну, изменить, до тех пор, пока не будет изменена вот эта внутренняя парадигма, что должна быть какая-то над тобой надстройка, что-то тебе указывает, что-то тобой управляет, куда-то тебя зовет или еще что-то. Вот пока вот здесь вот не произойдет, что, в общем, этого слома, скажем так, а это фундаментальный достаточно слом, потому что это такая травма большого отца, я бы ее всегда называю. Вот, рассчитывать на это не приходится. Произойдет ли подобного рода изменение, что ты и являешься государством, что ты и являешься производителем, что ты являешься формирователем законов, правил, установлений и всего остального? Ну, большой-большой вопрос. Поэтому на сегодняшний день даже то общение, которое я вот вижу, подчеркиваю, как в левых, даже в леворадикальных, вправо и вправо-радикальных сообществах везде, в общем, по сути дела, беготня идет вокруг того, что должен прийти какой-то очень хороший, добрый там депутат, царь, губернатор, президент, который вдруг ни с того ни с сего начнет заботиться о нас, о сирых и убогих. Нет, этого не произойдет, потому что это противоречит самой структуре штуки под названием государство. Спасибо. Дима, студия спеца, вас не слышно. Секундочку. Так, Вот слышно? сейчас хорошо слышно, да. Да, Дим, мы постоянно с тобой говорим про договор. Договор между властью и людьми, которые населяют, которые живут на территории нашей страны, да. Вот этот вот договор, сейчас, я так понимаю, его просто растоптало, власть растоптала. Вот я просто хочу тут процитировать, да, немножко. Весь капитал наших банкиров, купцов, фабрикантов и крупных землевладельцев есть не что иное, как накопленный, неоплаченный труд рабочего класса. Ты говоришь, надо там кого-то не ждать или еще что-то. Как власть заставить выполнять свой вот этот договор, да, то есть у нас был Крымский консенсус, то есть мы вам денег ничего не даем, зато мы вам отдали Крым, радуйтесь, да. Сейчас забрали вообще все полностью. Как вот здесь вот, то есть тут не надо ждать кого-то, да, есть власть, надо ставить как-то на место, я так понимаю. Нет, власть не надо ставить на место, от власти надо, от того, что мы ошибочно называется ярмом, надо избавляться. По причине, подчеркиваю, никакая власть, никакая штука, надстройка не делает никаких функций, потому что, подчеркиваю, когда ты говоришь о том, что растоптан договор, если он растоптан с одной стороны, то он должен быть растоптан и со второй стороны. Раз подход именно такой, то значит, соответственно, ты и есть власть. Вот другого-то коленкора не может существовать. Это фундамент. Если одна сторона нарушает, то и вторая сторона точно так же снимаются с нее всяческие обязательства. Исполнять ты не можешь заставить, потому что в одностороннем порядке предыдущий договор был растоптан. У тебя нет механизма заставить исполнять. Ну, конечно, цитаты в древних, это, конечно, хорошо, только 21 век. Фундаментальные изменения. Да. Угу. Дим, у власти-то есть возможность, мы слышать. это видим, как она этот договор закручивает, сама не исполняет, она заставляет. У нее механизм. Ну, потому что это феодальная система управления. Ну, потому что мы его сами себе, мы его отдали. Я же не просто так чуть выше сказал, что непонимание надстройки под названием государство, что это такое, что для чего оно служило ранее, для чего оно служит сейчас, что произошло за последние 5 лет, о чем мы с тобой регулярно говорим в наших студиях, что фундаментально изменился договор. Причем он изменился не только в Российской Федерации, он изменился во всех странах мира. Вопрос государства, а ты вообще кто? Он не просто правомочен, потому что когда вы произносите слово государство, если
во всех дискуссиях заменить слово «государство» на слово «чиновники», то очень быстро дискуссия прекращается, раз, а во-вторых, она переходит в очень практическое русло. Потому что, когда рассуждение идет о неком слове, абстрактно заканчивающемся на «о», у нас много чего заканчивается на «о», в основном оно плавает поверху. Вот, собственно говоря, как только это возвращается к конкретного чиновника Васю, Петю, Колю, я всегда говорю, всегда надо задавать три вопроса. Государство– это кто? Государство– это что? И государство– это зачем? И как только вы будете задавать вопросы, то вы не будете ставить этого вашего брата, свата или Колю, с которым вы писались в одни колготки, вы поймете, что этот Коля вам не дает никаких, не исполняет никаких функций, а забирает 50% как минимум вашего труда. Являетесь ли вы обычным работником у кого-то на работе, либо вы создаете этот труд в виде предпринимательского, соответственно, объединения. Дим, и последний вопрос можно, Антон, задам? Просто капитализм, когда пришел на смену феодализму, ведь это было прогрессивно, и все, в принципе, надеялись, что он не вернет нас опять к феодализму. В какой момент это произошло, и какая, тебе кажется, стадия все-таки должна быть следующей, во что должен трансформироваться капитализм? Ну, нам бы сначала из феодализма выбраться вот сейчас мы проходим стадию такого консервативного, скажем так, феодализма. Нам до капитализма еще очень и очень далеко. И говорить о том, что после капитализма что-то существует, пока вот эти стадии мы носим, ну, пока они носят характер только теоретических разработок, и потому что говорить о существовании там всех прочих измов мы можем только в сослагательном наклонении, потому что ни одной работающей модели, только так должен любой практик любого, как говорится, направления, хоть левого, хоть правого, рассуждать. Работающая модель есть, могу пощупать? Не могу. Если не могу, то нечего обсуждать. Обсуждать воспоминания юности, как мы были все высокие голубоглазые блондины 2 метров ростом, и как мы могли пробегать там 100 метров быстрее, чем Усейн Болт, ну, это, конечно, красиво, но это не бесперспективно. Поэтому я, к сожалению, всегда говорю, что я готов посмотреть любую работающую модель здесь и сейчас. Ни в прошлом, ни в будущем. Вот работающую, чтобы я мог лапкой пощупать, на ней провести какие-то опыты, эксперименты, неинвазивные, скажем так. И после этого я могу сказать, что как экономист, что да, вот эта модель работающая, она имеет такие-то, такие-то параметры, она имеет такие-то отклонения, и вот здесь и сейчас она работает. Все, что умерло, должно быть похоронено, и иначе мы так и будем, что называется, таскать, мериться трупами. У нас, собственно говоря, есть достаточное количество религий, которые только этим и занимаются, что меряются трупами, поэтому огромное количество мощей, там, различных пресвятых, бывает, что у них по 5-6 ног. Вот в эту стезю, к сожалению, я не могу вступить как практикующий экономист-стратег. У меня еще один вопрос есть, Дмитрий, к вам, как к человеку, который достаточно плотно, долгое время был связан с системой торговли, менеджмента в этой части. Можете ли вы как-то рассказать, как вообще развивается модель потребления? Потому что это вот очень тесно связано с темой уровня доходов населения, с кредитом населению, с бедностью. Как развивается это все, ну, за последние несколько лет и начиная с февраля? Есть ли какие-то такие наблюдения, информация, статистика? Ну, статистика у нас есть, в том числе и та государственная статистика у нас есть с вами, то, что а, даже в товарном выражении потребление наших сограждан падает. Оно упало сейчас порядка 6-7%, в зависимости от формата и локации, потому что здесь крайне важно понимать, что Россия весьма и весьма неоднородна. Есть два государства внутри России, это Московия и Санкт-Петербурге. Есть небольшие государства в виде государств, есть там порядка 300
городов или поселков городского типа, которые живут, в общем, по сути дела, в схеме выживания. Каждая из этих моделей потребления, она ведет по-своему. Все, что касается, например, моделей вот этих 300 городов, конечно, находится, в общем, на подножном корму, и, в общем, для них что воля, что неволя, все одно, все равно. Городские хозяйства двух государств, Москвы и Санкт-Петербурге, страдают меньше, но страдают меньше за счет того, что и доходность выше, и, соответственно, и изменения меньше, и большая часть компаний, неважно, относятся они к производственной линейке, к линейке, безусловно, концентрируют не только свои доходы, но и, самое главное, концентрируют свои усилия на эти два государства, потому что все остальное, в общем, для них не имеет значения. А остальных миллионников, они в зависимости от того, где они находятся с точки зрения логистических цепочек, чем ближе они к европейской части, соответственно, тяготеют к двум вот этим государствам, Москве и Санкт-Петербурге, у них более-менее стабильное как бы и снабжение. Два было удара, соответственно, когда уехали не столько даже, говорится, производители, что тоже само по себе, потому что айтишники и люди, которые там имеют труда, они уехали далеко и далеко, но они, самое главное, что увезли с собой потребление, то бишь для нас крайне важно то, что они перестали потреблять и создавать вокруг себя там определенный сон услуг, это услуг нянь, обслуживания домохозяйств и всего остального, что перестало существовать. Поэтому, в общем, деградационная модель-то она идет, и она будет продолжаться. Ну, с другой стороны, что справедливости ради надо понимать, что на власть это никоим образом не влияет. Власть находится совершенно в другой парадигме, как говорится, управления. Им абсолютно все равно, даже если там все 140 миллионов передохнут. В общем, для них все будет как раз хорошо. И наоборот, для них чем больше нищих, тем больше их можно отправить на сопредельную территорию для утилизации. Очень развернуто и очень пессимистично. Ну, Дмитрий, спасибо. Да, спасибо большое. Желаем успешного, Спасибо. хорошего дня и спасибо за участие в эфире. Мы прощаемся с Дмитрием и приветствуем нашего гостя в студии в Москве Булата Скандеровича Нигматуллина. Мы с ним еще не поздоровались. Булат Скандерович, здравствуйте. И к нам выходит на связь тоже дистанционно Владислав Сергеевич Жуковский, блогер, экономист и все такое. Ну, Дмитрий, давайте начнем с вас, с ваших вопросов и с гостя в нашей студии. Булат Скандерович, тем более, что достаточно вник уже в то, что говорил Дмитрий Потапенко, с чем-то наверняка согласен, с чем-то не согласен. И наверняка у вас, Булат Скандерович, есть какие-то свои мысли по поводу проблемы бедности в нашей стране. А начинали мы с видео Сергея Георгиевича Левченко, который говорил о том, что проблема бедности – это проблема нарушения социальных прав граждан вообще по своему существу. Право на жизнь в частности. Булат Скандерович, вам слово. Ну, вот я послушал Потапенко, коллегу, значит, я бы вот так вот сказал, что ведь надо сравнивать себя, нашу страну, с другими странами. Там тоже есть бюрократия во всех странах, своя структура, капитализм, по сути дела, не капитализм, это, может, во Вьетнаме, может, отчасти в Китае. А вот капитализм у них и капитализм у нас. Демократия у нас и демократия у них. Ну, давайте возьмем две бывшие провинции Российской империи, Финляндию и Польшу. Финляндия пережила тяжелейшую войну, зимнюю войну, и потом войну продолжения с Советским Союзом. По потерям достаточно много людей погибло у них, на их чуть меньше 3-4 миллионов населения, мужчин. Были репарации, то есть примерно 5-7 лет, 5-8 лет, они до 50-го года возвращали 300 миллионов долларов. Это всего товары, которые производила финская промышленность,
финляндская промышленность. Последние 5 лет, с 22 года, всего этого года, это первая страна в мире по индексу счастья. Это ВВП на душу населения, это здравоохранение, это низкий коррупционный компонент, влияние на власть, продолжительность жизни, ожидание жизни, смертность. Вот все это по индексу 5 лет последний номер 1 в мире. Хотя там тоже капитализм, там не социализм, в том понимании, которое мы понимали в советский социализм. Может, скандинавский социализм, но вот так вот. В эти 4-5 стран входит Исландия, Швейцария, входят и в скандинавские страны и Дания, и Швеция. Вот они живут. Они по индексу счастья, они на очень высоком уровне. А мы на 80-м месте. Мы, кстати, с прошлого расчета индекса с 60-го упали до 80-го места. Вот вам ответ. Теперь Польша, которая тоже во Второй мировой войне, если считать потери численности населения на душу предвоенную, у них выше на количество населения, не на душу, а на количество населения перед Второй мировой, у них выше, чем в Советском Союзе. Это вторая после Белоруссии. То есть пережила тяжелейшую войну, пережила восстановление, как и мы, России, Советского Союза, Российской Федерации. И вот в 90-м году потом смена социального строя. И вот сегодня последние годы, ну вот с 90-го года по 20-й год, 21 год, валовой внутренний продукт этой страны увеличился в 3 раза. Мы на 20%, они в 3 раза. Дальше. У них последние 10 лет темп роста ВВП на душу населения примерно около 3,6-3,7%. У нас 1%. То есть в 3 раза меньше. Ожидаемая продолжительность жизни выше. Финансирование дохода населения выше в долях того, что зарабатывается в долях ВВП. На здравоохранение, на образование, на все остальное тратят от своего ВВП в социальные расходы. И человеческий капитал, у них 27% ВВП, у нас 20%. У них доходы, доля дохода населения в ВВП, у них 73%, у нас 55% в последние годы. Но уберите 10% это сверхбогатые, которых у них такого количества нет. 45, у них 73. Вот вам устройство, то же самое, капиталистическое устройство. Я не за Польшу, как вот, что я там провозглашаю, какая Польша хорошая. Да нет, у них своих проблем, если потом она антироссийская. Я просто сравниваю, показываю. Вот у них устройство страны такое было за эти 30 лет после разрушения Советского Союза, социалистического строя, выход, развал Варшавского договора, вот Варшавского договора по имени столицы Польши, и они не потеряли годы. Иногда мне говорят, что вот им зато накачивали их финансами Германия, Евросоюз, там дотации давали. Да, давали. Но мы из своей страны с 2008 года вывели 1 триллион рублей официально. Даже больше 1 триллиона официально, по данным Центрального банка. Такого вывода капитала за границу у Польши не было. Да, у них ушло молодежь, да, у них более 3,5 миллионов уехало вот в Евросоюзе, много поляков в Британии, в других странах, но они лучше стали жить, чем мы. Они были хуже жили, чем в 90-х годах. 90-х годов, чем РСФСР, а сейчас лучше живут. Вот вам и ответ о власти. То есть та власть, которая подавляет, которая с одной стороны подавляет, с другой должна защищать, образовывать и лечить. Вот эта власть оказалась лучше у них, чем у нас, для польских граждан, уж не говоря об финских граждан. Вот вам ответ, что то, что произошло за последние годы, не только 90-е, вот мы все 90-е кончились
в 98 году. Сегодня у нас 24 года, уже не 90-е, а нулевые, 10-е, 20-е. Вот вам и ответ. Нет такой смертности, нет такого расслоения по доходам, нет такого отсутствия перспективы страны. В конце концов, у Польши своя идеология есть. Великая польская идеология, там, помните, вот это их такая у военных это фуражка квадратная на 4 страны. У них и своя идеология есть. Они очень религиозны, вот, но и они бьются против геев тоже, вот как и мы. Они традиционные, более традиционное общество, как у нас в России. Но живут лучше, а жили хуже. И будет все время лучше, чем мы. Потому что нам от Бога, от Аллаха такие огромные территории, и от бывших предыдущих правителей поколений досталось. А мы бездарно их используем. Мы, это и власть, и народ, который безмолвствует. Вот для того, чтобы мы в разы должны быть богаче Польши. В разы. С теми возможностями, которые есть, которые дала нам история и природа, и то, что нам досталось от великих наших предшественников. Всех исторических предшественников. И они победили, и мы победили. Мы были союзниками во Второй мировой войне, и польская единственная иностранная часть, прошедшая в 24 июня параде Победы 1945 года, были войско польское, то есть братья по оружиям были. Вот это все показывает, там финны воевали против нас и оказались, то есть много потеряли. Но в результате и та страна, и эта страна, как часть Российской империи, показывает нам пример того, как власть, выбранная народом, или установленная народом, или бьется и защищает интересы народа. Может, не полностью защищает, но защищает. А у нас власть не защищает интересы народа. Почему я так говорю? Потому что давайте посмотрим о структуре, о доходах населения, вообще структуре нашего населения по доходам. Вот есть понятие среднего класса. Средний класс в Польше, даю определение среднего класса по этой сообществу развитых стран, Организации экономического сотрудничества ОСР. Значит, средний класс – это домашнее хозяйство, это основной индикатор этого среднего класса. Это то, которое может купить квартиру в ипотеке, а в количестве метров умножено на число численность домашнего хозяйства, это у нас в России 2,8 человека на семью, и в среднем на человека приходит 25 метров, значит, примерно чуть больше 70 квадратных метров, за 20 лет в ипотеке, оплачивая ипотечный кредит, 30% дохода в год. Вот определение среднего класса. Это вот то, что вот самое главное, жилье. Вот у нас таких 22%. В 2020 году. Сейчас, может, поменьше. А в Польше средний класс примерно около 60%. Иногда говорят, вот, я бы сказал, недоношенные экономисты, недоноски. Приходят и руководители государства говорят, что средний класс – это тот, который минимальная оплата плюс 50% от минимальной оплаты, которая есть. То есть 12 тысяч плюс 6 тысяч, вот тебе 18 тысяч на душу населения, и вот с этим на душу. Вот это средний класс. Для Германии, да. Там минимальная оплата такая высокая, что 50% ты попадаешь вот в эту нижнюю среднего класса. Но ведь это же недоноски. Плохо обученные или ангажированные. Просто я даже не называю так более грубо. Недоноски. И эти недоноски потом тиражируются через руководство страны в том, что вот такой средний класс. Не так.
я даже не могу назвать их коллегами. На самом деле, вот так, как дается определение. Но разумное. Значит, 22% средний класс, примерно 3% богатых и сверхбогатых. Сверхбогатых у нас примерно 0,5%. 3-0,5%. Значит, вот 3, 25, и 12% у нас нищих. Это ниже доход населения, ниже минимальной оплаты труда, или это ниже прожиточного минимума. Мы сейчас говорим, что минимальная оплата труда и прожиточный минимум должны совпадать. Вот когда-нибудь что-то совпадет. И 12%. Получается, значит, что у нас получается? У нас получается 63% это бедных. Бедных. А в Польше, я говорю, и в Финляндии уже говорят, там уровень среднего класса выше, чем в Польше доходов. Но 63%. У нас 63 бедных, у них 63 средний класс. Вот им ответ. У нас никаких шансов с бедным населением развивать страну, потому что бедное население мало покупает. Ведь рыночная экономика тогда, когда народ – это тот, который покупает, стимулирует спрос, и дальше начинается развиваться экономика. Вот вам и ответ. Кто создал такую ситуацию? Конечно, та власть, которая сегодня у нас есть. Со всех 90-х годов, когда разрушали страну яростно, разграбляли ее, потом после 98-го года на 2000 восстановились до уровня 90-го года, а сейчас не развиваемся. Если в сегодняшних условиях, тяжелых условий сегодня нашей страны, какая-то идея развития страны, нет ее. Декларации есть, правильная декларация, это указы президента и 2012 года, и 2018 года, а под них, кроме лозунгов, ничего нет. Базы экономической никакой нет. Никакой нет. Понимаете, ну даже сегодня, вот даже сейчас, даже вот у государственного телевидения, вот у Соловьева там говорится о том, что где у нас идеология, там, и где у нас, вообще говоря, действия, которые направлены на то, чтобы усилить страну, не расслаблять, а усилить страну, ее мобилизационный потенциал, ее военный потенциал, ее экономический потенциал. А производно от этого потенциала является политический и внешнеполитический потенциал. Ведь, понимаете, о нас вытирают ноги. Вот говорят там, это вот зато Восток, Азия, это дело тонкое, мы там, что-то. Ребята, там есть... Там есть уже Китай, там растущая Индия по 1,5 миллиарда человек. Мы там престижные. Коренники не мы. А я помню время Советского Союза, где мы были коренники. Не мы коренники. Через какое-то время нас будет обгонять и другие, тоже, по-видимому, не очень хорошим управлением и Бразилии, и Бразилии по количеству населения там 250 миллионов, и огромной территории, Индонезии. Там у них свои проблемы у них. Но мы давайте сравнивать с теми проблемами, там более молодое население. У нас вот надо сравнить с Европой, потому что у нас еще другая засада. У нас средний возраст населения нашего, на полгода примерно, сейчас умирает старше, примерно как Польша. Вот средний возраст около 40 лет. А смертность наша несопоставима. Ожидаемая продолжительность жизни у нас на 5 лет меньше. Это некая интегральный показатель смерти по разным возрастным группам населения. У нас около 70 лет. Мы вернулись с 1987 года, а в Польше 75. На 5 лет у нас меньше. И в новых странах Евросоюза. А в старых странах Евросоюза, включая Финляндию, у них 80 лет. Эти показатели, еще одна трагедия для нашей страны. Имея плохое управление, неэффективное, воровское, коррупционное, мы за эти 30 лет за счет сверхсмертности относительно 80-х годов РСФСР и относительно уровня смертности вот этих вот годов в новых странах Евросоюза, включая Польшу, сверхсмертность нашей страны 16 миллионов. РСФСР.
Это ровно столько, сколько погибло в Великую Отечественную, сколько была сверхсмертность во время Великой Отечественной 4 года в СССР, 16 миллионов. Но там война была настоящая такая, война на то, чтобы существование страны. А еще есть дополнительная война, это еще добавит нам дополнительной смертности мужиков. Вот это вот. И в-третьих, мы должны показать, что за что бьемся, за какое счастливое экономическая, здоровая, образовательная жизнь мы бьемся, и что мы передадим нашему следующему поколению. Ведь это же не говорится, а скрепо говорятся, о сакральности нашего народа, нашей истории говорится. Ребятки, а почему у нас, если правильно считаю, 45, доход населения ВВП 45% без сверхбогатых, а в Польше 73%? У них количество долларов миллиардеров, ну или даже долларов миллиардеров у нас около 7 на 100 миллиардов долларов ВВП долларов Центрального банка, а у них один. У них наши доллары-миллиардеры контролируют собственность их 26% по 2020 году, а в Польше 2%. Это количество сверхбогатых, которые сегодня накоплены, они убивают экономический рост. У нас 400 крупнейших компаний, это журнал «Эксперт», 400 крупнейших корпораций составляют 50% нашего ВВП. Концентрация капитала, сверхконцентрация. Теперь средний бизнес. Владимир Скандерович, можно мы Владу Жуковскому дадим слово, а потом вернемся к вам? Хорошо. Так, Влад. Да, всем привет. Да. Владислав. С удовольствием послушал Булата Скандеровича, очень фундаментально, обстоятельно. И скажу вам честно, если бы такие профессора выступали у нас чаще в Государственной Думе, в Совете Федерации, в министерствах и ведомствах, я думаю, что мы жили бы совершенно в другой стране, и было бы меньше разного рода, прошу прощения, идиотов, которые пишут сегодня законы, по которым живет вся страна. Влад, идиоты не они, идиоты мы. Идиоты те, кто терпят, я с тобой согласен, да, здесь вопрос больше... Да. А у них все хорошо. Глубинному народу, да. Я продолжу разговор, мы больше про экономику, про социальную сферу. Вы знаете, я, конечно, удивляюсь тому, насколько умудряются правящие власти, с одной стороны, пытаться играть в больших патриотов, поднимателей с колен, которые якобы бьются за какие-то духовные скрепы, создают культурные фронты, как сейчас это происходит в Государственной Думе прямо в эти минуты, да, говорят нам про русский мир, и в то же самое время, чтобы вы понимали, Государственная Дума и правительство продолжают залезать в карманы населению. Значит, с 1 декабря у нас повышаются на 8,5% тарифы на газ для населения. Тот самый газ, который с 2000 года уже подорожал, по официальным данным Росстата, более чем в 14,5 раз тарифы на газ в России, в энергетической сверхдержаве, чтобы вы просто понимали, да, это почти в 2 раза быстрее, в 2 с лишним раза, чем общий рост цен в экономике. Значит, это пока нам говорят, что Европа замерзает, что они там околеют, оголодают, разбирают сервизы, столы, диваны, их бросают в топки, чтобы как-то выжить. В то же самое время вот в России мы видим, что по-прежнему углем, валежником топит Дальний Восток, Восточная Сибирь. Плюс на 9% повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, тоже опережающим темпом, опережающим графиком, на полгода раньше, чем планировали эту индексацию в июне следующего года. И стало известно, что еще на процентов, разные индексации, разное повышение акцизов произойдет с 1 января 2023 года. Акцизы на горюче-смазочные материалы, дизельное топливо, бензин, нефтепродукты, акцизы на табачную продукцию, акцизы на, собственно говоря, в том числе, кстати, автомобили и мотоциклы. Здесь подорожают тоже процентов так на 10 плюсом, уже по прогнозам экспертов. Ну и, соответственно, само собой алкогольная продукция, причем в том числе и парфюмерия, и, все прочее, содержащее спирт, вот эта вся продукция, да. То есть, с одной стороны, нам снова повышают издержки, снова залезают в карманы населению, говорят, что денег у государства нету и нужно как-то
значит, переложить это бремя расходов на глубинный народ, а с другой стороны Госдума вот буквально в четверг и в прошлую пятницу отказались от всех тех мер, которые могли хоть как-то улучшить уровень жизни россиян, хоть как-то снизить гнет кризиса. Во-первых, отказано в индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство и Единая Россия прямо сказали, что, оказывается, российские пенсионеры, которые живут впроголодь, которые с трудом выживают на эти 14-15 тысяч рублей, им не хватает денег на таблетки, на продукты питания, там, на коммуналку, на одежду, они работают не от того, что они не могут свести концы с концами, а потому что это их такое, знаете, добровольное желание, поэтому государство не обязано им индексировать страховую пенсию. Вот, таковых 8,5 миллионов человек по всей стране. На индексацию требовалось около 540 миллиардов рублей. Значит, государство сказало, что трогать ФНБ, в котором вроде как то ли 11, то ли 12 миллиардов долларов лежит, триллионов рублей, прошу прощения, 12 триллионов рублей лежит без дела. Значит, ликвидная часть реально там около 5 триллионов. Они сказали, не будут трогать. И вот в то же самое время также отказались снижать пенсионный возраст, отказались снижать ставку налога на добавленную стоимость, отказались вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, чтобы, не дай бог, богатые, сверхбогатые, золотая сотня Форбса не платили не как сейчас там 15% подоходного налога, да, значит, еще есть 2 офшорных зоны в России, где идет освобождение от уплаты налогов, но не дай бог, чтобы они не платили там ни 30, ни 40, ни 50, то есть денег с себя любимых они забирать не хотят, с чиновников, с крупного бизнеса, с госкорпораций, с госменеджеров, с топ-менеджеров госкомпаний, всех остальных, да. То есть те же самые Миллеры, Сечины, Грефы, Костины продолжат получать 5-10 миллионов рублей доходов в сутки, значит, и вполне себе себя неплохо чувствовать. Вот, поэтому здесь мы видим, что приоритеты государства те же самые, денег нет, но вы держитесь, мы не просили ваших родителей рожать, никакие меры, которые бы позволили хотя бы поднять вопрос о национализации экспортно-сырьевой ренты, национализации недр, тех колоссальных сверхдоходов, которые получает страна, и направить их на развитие экономики, промышленности, человеческого потенциала, даже не поднимается. А я напомню, что у нас формально ситуация, когда государство купается, захлебывается от денег. По официальным оценкам Центрального банка России только с января по октябрь текущего года профицит внешней торговли товарами и услугами уже приблизился к рекордной отметке в 260 миллиардов долларов. Это превышение экспорта над импортом, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. И профицит счета текущих операций тоже там около 215 миллиардов долларов. То есть деньги огромные есть, но деньги лежат на счетах частного бизнеса, крупнейших нефтегазовых компаний, металлургов, угольщиков, экспортеров никеля, платины, палладия, золота, там, ну, все вот эти полиметаллы, полюзолото, там, Лукойлы, Сургутнефтегазы, Роснефть, Газпромы и же с ними. Кстати говоря, тоже обратите внимание на лицемерие. Нам, с одной стороны, поднимают тарифы на газ, да, обещая, что Европа окоченеет и умрет от холода, голода, эпидемии, там, нашествия мигрантов, но в то же самое время Газпром, нам повышает тарифы, в то же самое время Газпром отчитался рекордной прибыли, 2,5 триллиона рублей, чистая прибыль в первом полугодии текущего года, это доходы Газпрома, это больше, чем чистая прибыль за 2020-2021 год. То есть первые полгода оказались очень жирными, но все попытки поднять вопрос о том, что давайте мы эти деньги заберем, ну там за минусом амортизации, за минусом каких-то инвестиций в оборотный капитал, геологоразведку, заберем целиком бюджетную систему и, например, на эти деньги проиндексируем пенсии, поднимем МРОТ, прожиточный минимум, минимальную пенсию, ну хотя бы там до 25 тысяч рублей, хотя по-хорошему уже нужно выше 30 тысяч поднимать, тоже все это дело похоронили. Власти сказали, что надо выплачивать дивиденды, 1 200 миллиардов рублей пойдут на дивидендные выплаты, в том числе там несколько десятков процентов акционеров Газпрома это иностранные компании, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, в том числе с Запада, с Европы, с Америки, которые, если верить пропаганде, спонсируют неонацистов, бандеровцев, укрофашистов, ну и вот эта вся известная лабуда, которая, собственно говоря, ежедневно по пропаганде России изливается. То есть, ну, на этими деньгами вот они продолжают, как они сами же утверждают, финансировать там все эти, судя по всему, формирования. Ну, по крайней мере, такая политика дивидендного Газпрома. Вот. Ну и к чему это приводит? Приводит это к ускорению спада в экономике, к ускорению кризиса. Значит, у нас в октябре только официально спад экономики ускорился до 5%.
в обрабатывающей промышленности спад с 0,5-1% ускорился до 4%. Это рекордное падение вообще с начала 2022 года, с начала специальной военной операции. Промышленность в минусе на 3,1%. Торговля розничная падает уже на 10%, то есть люди затянули пояса, о чем Булат Искандерович сказал, на фоне падения реальных располагаемых доходов 9-летнего. Люди затягивают пояса, сокращают потребление, значит, кредиты уже им банки не дают, заместить выпадающие доходы кредитами не получается, и поэтому кредитная нагрузка на население не растет с начала этого года. Ну и как результат сокращение спроса в рознице на 10%, товары длительного пользования спад 15-20% плюсом, оптовая торговля больше 22%, ну и, собственно говоря, по всей цепочке это приводит к убийству более глубокой переработки сырья в стране, значит, наиболее высокотехнологичных производств, значит, там, где высокая зависимость от импорта, от комплектующих, там, автомобилестроения, приборостроения, двигателестроения, значит, производство там какой-нибудь бытовой техники, электроники, холодильного оборудования, там спад в 2-5 раз в октябре текущего года. Поэтому ничего не меняется, как говорится, правящая власть, правящая элита, крупный бизнес по-прежнему купаются в деньгах, отчитываются о рекордных прибылях, о рекордных дивидендных выплатах, о рекордном вывозе капитала из страны, который в этом году Набиуллина прогнозирует в 245 и 250 миллиардов долларов. Да? Правда, она успокаивает, что это мы не чемоданами деньги в Европу вывозим и в Америку, а это всего лишь, значит, деньги, которые остаются на счетах в иностранной валюте российских компаний, на расчетных счетах, так называемых, да, вот. Но деньги-то не вложены в экономику, как ни крути, они находятся вложены в иностранные валютные активы. Значит, а в то же самое время вот население у нас продолжает беднеть. На 3,5% только официально падают реальные располагаемые доходы населения. В третьем квартале спад ускорился по официальным данным Росстата. Конечно, министр социальной защиты Котяков, который с трудом влезает в любую камеру, в любую телепередачу, в любой экран, уже отчитался, что государство очень социально ориентированное. Правда, кто съел эту социальную ориентированность, социальные выплаты, мы можем только догадываться. Но, судя по чиновникам, по их виду, у них все очень неплохо. Значит, и они отчитались о том, что, оказывается, зарплаты в России выросли на 12% в номинальном выражении. Я, про реальную не сказал, в реальном выражении спад, там больше 2%, но я вот с кем не общался и кого не спрашивал из своих подписчиков, из своих знакомых, друзей, предпринимателей, людей там из сферы культуры и откуда угодно, никто не отчитался, никто не видит нигде роста зарплат даже в номинальном выражении. Более того, идут неоплачиваемые отпуска, скрытая безработица, значит, там работа на полставки, там, ну и прочие прелести жизни в России. Вот, так что какой-то вот такой вот расклад мы сейчас видим. Власти, конечно, пытаются сказать, что пока они сводят дебет с кредитом, говорят, что бюджет они как-то там стабилизировали, но это тоже на самом деле неправда. Дефицит бюджета уже около 3,5 триллионов рублей до конца текущего года. То есть официальные данные Минфина России гласят, что 6,5 триллионов рублей – это расходы до конца текущего года. Меньше 3 триллионов они собираются получить до конца текущего года за 2 месяца. Ну и вот дыра 3,5 триллиона рублей, которую, как сказал Силуанов, выступая в Госдуме, значит, там триллион возьмут из ФНБ, ну а все остальное это будет рост госдолга. А так как России в долг не дадут ни Европа, ни Америка, значит, ни там Китай, никто другой, то это будет опять, по большому счету, скрытая эмиссия, когда кредитовать государство будут госбанки, ну а Центробанк будет просто печатать рубли, давая им их под рефинансирование. То есть, по большому счету, скрытая эмиссия и разгонка маховика инфляции, потому что эти расходы не носят целевого адресного характера, и они пойдут просто на текущее затыкание дыр в бюджетной системе. На следующий год ситуация примерно такая же. Дефицит бюджета 3 триллиона рублей положили. Я думаю, что дыра будет сильно больше, за 4 триллиона с лишним, из которых каждый третий рубль пойдет на военно-промышленный комплекс, а каждый четвертый они еще засекретят, чтобы мы сами не знали, куда деньги ушли. Как-то вот так вот. Но опять мы все как бы в черных красках, конечно, рисуем, но вот хотелось бы понять, дальше-то у нас перспектива, она черно-белая или есть еще оттенки какие-то? Булат Искандерович, мы вот один вопрос ставили, Влад, не обижайся, пожалуйста, я, конечно, вперед тебя нашему Аксакалу уважаемому передаю слово иногда. Булат Искандерович, мы до этого говорили о том, что я вопрос еще задавал Дмитрию Потапенко,
о том, что, возможно, власти просто удобно иметь большое количество бедных и нищих людей, что ими легко управлять. Вы что думаете по этому поводу? Возможно, что вот из-за этого удобства мы Нет, просто находимся в замкнутом кольце, нет? нет. Они, наверное, вообще не думают. Они вообще не думают. Нет, да. думают, конечно, думают, но это их не волнует. Ну, бедные. Есть народ, а есть это такая правящая элита, которая думает о себе. О том не думает. Там, бедные или не бедные, там есть что-то такое, не думает. Это о себе. Это же по наезженной колее идет, эти десятилетия. То есть вот я бы с 8-го года, когда кончился экономический рост серьезный, вот уже прошло 14-й год пошел. Сейчас еще обремененный войной. Вот понимание о том, что надо менять, иначе войну проиграем. Или выйдем из этой войны с очень большими потерями. Вот этого понимания нет. Менять всю систему управления и структуру, всю экономическую модель развития нашей страны, экономическую, социально-экономическую модель надо менять. А что это значит? Другой премьер-министр, другие министры, другая программа, которая должна выйти, или программа, с которой выйдет должно правительство по вот этим самым вопиющим точкам жизни нашего народа. И дальше механизмы достижения вот этих точек развития, вот, чтобы это было на 3 года, на 5 лет, на 10 лет. Дальше под это дело выстраивается вся идеологическая компонента, идеологемы, которые должны быть выстраивать для мобилизации, объединения и соединения сверхбогатства и основной массы народа. Ценности, которые должны быть, о которых мы у нас в нашей цивилизации должны быть, они провозглашаются в какой-то степени, но их надо реализовывать и добиваться. Вот этого же нет. Этого нет, и даже правительство вообще не слышит об этом. Вообще не слышит. Но только говорится там, что вот они много-много работают. Но мы же много-много работаем, мы не видим, что тарифы растут, смертность не падает. Это сейчас еще одна напасть пандемии. Говорим, что у нас образование это не восстанавливается, не говорим, что у нас наука никакая, социального лифтов нету и прочее. Но это же смешно, когда там какие-то конкурсы на лидеры экономики, что такое лидерские качества и все прочее. Не так растут лидеры, а растут с реальной жизни, с реального развития страны, с реальных развития предприятий, бизнеса, действий, которые определяют ежегодный рост, ежегодное улучшение качества и объемов возможностей жизни людей. Это же не происходит. Одни симулякры. Второе. Дума должна быть другой. Ну как так можно вот здесь коллег Журавский говорил, о чем речь? В Думе должны быть другие идеи, что мы должны поддерживать самых бедных, что индексация пенсий работающих. У нас денег нет. А сделать не 15% прогрессивную шкалу, а 40%, надо понять, вот та Лиз-Трасс, она еще, вот на нее что обрушился? У нее обрушился бюджет, когда она чуть-чуть 45% пыталась снизить налоги на доходы богатых до 40%, там, чуть меньше, чуть больше 40%. У них не балансировался бюджет. Все. Потребовалось тогда срочно повышать цены на энергоносители, а на электричество, а компенсация бедным не было денег, были оттуда. Все разбалансировка, через 2 месяца она потеряла свою должность, через 2 месяца после назначения премьер-министром Великобритании. Потом надо понимать, что вот я здесь, я еще раз повторяю, не соглашусь
с разговором, что вот вся власть плохая. Да нет, вся власть хорошая или плохая, мы не оцениваем ее. Она за народ, она обеспечивает экономический рост, или поддерживает экономический рост, или делает такие правила игры, чтобы был экономический рост всей страны, или не делает. Вот вам еще один пример. Вот говорили про Москву, Ленинград и Подмосковье. Но только вот хочу одну цифру вам сказать. Москва по доходам, это примерно, ну вот если постоянных цен 2019 года, последний вот с 2008-2007 года 900 тысяч рублей на душу населения. А вся Россия без Москвы 365, ну от 350 до 365 выросла. В 2,7 раза Москва лучше, чем во всей России. А если еще чуть-чуть... Ленинград там в подметке не годится к Москве. Ну, Ленинград там чуть-чуть выше среднего. Потому что Москва есть Москва. Москва – это город, в котором уровень дохода населения средний, ну, там очень сильное расслоение. Это примерно Лондон, это Париж, это Берлин. Только отличие Лондона, Парижа, Берлина, мы в Москве разговариваем на одном языке, что и в Туле, и что и в Красноярске, на русском. А все остальное у нас здесь москвичи значительно просто качеством выше. Жизнь. Почему это происходит? Да потому что налоговая система так устроена, что все обдирается, и все в Москве. Ну, чуть-чуть какие-то копейки попадают еще в Ленинград, в Санкт-Петербург. Вот вам ответ. Разве это значит, что никаких шансов экономического роста регионов не будет? Вот и все. Значит, там все Москва за счет остальной части страны живет. Вторая вещь. Ну, у нас 8 или 9 регионов, которые как бы доноры бюджетов, а остальные реципиенты, то есть потребители бюджета. Разве так страна строится? Значит, должна быть власть умной. Умный в том, что настроена на экономический рост. Власть должна сказать, я обеспечиваю, президент сказал, давайте 3,5% роста ВВП, и в 2012 году, и в 2018 выше, чем в среднем в мире, 3,5%. Какие-то механизмы были предложены правительству, и предыдущим правительством, и этим правительством, и, может, даже будущим правительством. Сказать, что мы должны обеспечить 3,5% роста ВВП, это значит 7% роста инвестиций в основной капитал, а это значит, должны быть такие-то действия сделаны, чтобы это было. Это значит, чтобы вывоз капитала за границей был не вывоз, а вкладывался в нашу экономику. А раз вкладывался в экономику, население должно быть богатеть. То есть уровень жизни расти, чтобы он покупало. Если вот этого круговорота нету, и причем это так говорить на простом языке, и в Думе, и в правительстве, и президенту, всем, то не будет ничего. Вторая, еще одна засада в том, что у нас и экономические гуру, наши ученые, во-первых, плохо обучают студентов экономики. Вот я посмотрел, люди очень тихие, очень задавленные. Во-первых, профессора, зарплаты маленькие, не то что в советское время. Во-вторых, нету экономической науки, нету вот этого того компонента, называемого экономической элиты, которая должна кричать, говорить, чтобы ее слышали. Ее же не слышат. Ее не слышат. Эту экономическую элиту не слышат. Во-первых, она недоразвита, а во-вторых, ее не слышат. А может, потому что ее недоразвита, поэтому не слышит, или потому что она не слышит, поэтому недоразвита. Непонятно от чего, но она вообще недоразвитая. Дальше. Это тоже вещи все. Дальше. Оппозиция должна слушать. Не только Единая Россия. Должна и оппозиционные партии опираться на науку, и коммунисты, и социал-демократы, и Справедливая Россия. О ЛДПР не говорю, там экономического компонента как-то все больше лозунги. Такие вот лозунги за народ, за Россию, за Русь. Но ведь самое главное, чтобы доходы были у русских и не русских, а граждан России. Доходы что были? Вот за доходы, вот если бы мне сказали за доходы, за то, чтобы здоровье было получше, улучшалось, хотя бы как в Польше, доходы у нас было лучше. Вот такого, и что надо сделать? Самое главное еще, что надо делать? Это не звучит и на государственном телевидении,
Не звучит. Вот не звучит. Вот все очень скромные, такие скромные, просто скромные. А дальше следующее. Вот пришли 4 региона, новых региона в Россию. Донбасс, Луганск, Запорожье и это Херсонская область. Ну вот я житель, допустим, Запорожской области. Ну да, я на русском языке, да, не давит на украинский, хотя украинский близкий к русскому. Но ведь я говорю, а что мне взамен это Коломойского, там еще каких-то мужиков, которые сейчас были там Коломойские, Пинчуков, Ахмедовых, это с Донбасса, придут Дерибаски, Мельниченки. Они уже пришли. Третья вещь, это, а что тогда, что мне меняется? Где та самая социальная справедливость и социальное развитие этих новых регионов, чтобы и идеология настроена на этого? Наконец, еще одна вещь, Крым. Чего мы так тихо-тихо молчим о том, а как там происходит экономический рост? Кроме того, что подняли пенсии для Средней России. А как там произошло распределение земли, предприятий, собственности? Что там произошло? Почему там сверхсмертность выше, чем в среднем в России? Как там развивается страна, как там рождаемость растет? Это же новый регион, 8 лет. Как это зеркало, это должна быть витрина того, что мы предложили в новом нашем регионе на Украине. Витрина. Там должно быть люди говорить, что мы за эти 8 лет качественно изменилось жизнь по сравнению, теперь я лучше, чем в России. Не с низкого уровня, который был на этом, внизу по сравнению с Украиной, а с уровня, который был лучше, как был уровень Крыма в советское время. Вот что-то такое мы же должны говорить. Там 2,5 миллиона крымчан. Как они живут? Не говорить, показывать. Не показывать об этом. Как Влад они? Искандерович, к сожалению, простите, время. Сейчас у нас Влад, к тебе вопрос. Ты часто говоришь по поводу того, что вывозятся огромные суммы денег. А у нас основная причина, почему это вывозится? Ведь любой нормальный бизнесмен должен вкладывать деньги. Они не должны лежать на счету, они должны работать, они должны приносить прибыль. Неужели у нас все так печально, как в экономической, так и в криминальной, наверное, обстановке, что если у тебя будут деньги здесь, будет какие-то производства, то ты можешь лишиться, как вот сейчас лишились наши, арестовали, да, все счета. Так у нас, по-моему, это 8 лет. Уже какие 8? 20 лет это все было. Также арестовывалось, также забиралось. Они, в принципе, получили то, чем сами занимались все это время. Ну, смотрите, здесь надо тоже разделять. Бизнес бывает разный. Те, у кого реально есть деньги, те, кто сидят на больших экспортных доходах на ренте, да, это все так либо иначе близкий к Кремлю, к правительству бизнес. И то есть мы даже вот возьмите статистику Forbes, либо издание «Эксперт», там 90% корпоративных прибылей среди крупнейших компаний это экспортеры сырья, нефтегазовые комплексы, госбанки. То есть на самом-то деле надо понимать, что то, что мы называем бизнесом, это очень небольшая прослойка, это малый и средний бизнес. И у них нету связи в Думе, в Совете Федерации, в Кремле. Да, выхода на бункер, поэтому они ничего вкладывать не собираются, тем более, слушайте, ну вы, во-первых, если они зарабатывают деньги на внутреннем спросе, платежеспособном спросе, который падает, то бизнес в России вообще-то так-то загибается и банкротится. Посмотрите данные Росстата, с начала года мы уже потеряли количество закрытых предприятий, превысило количество открытых там на 62 тысячи единиц, а в октябре, по-моему, в сентябре месяце что-то на 3 тысячи. Поэтому здесь денег-то особо и не было. Плюс ко всему, слушайте, но люди живут не в безвоздушном пространстве, они же понимают, что политический режим двигается от такого авторитарного, значит, бонапартийского режима в сторону такой диктатуры, оттуда транзитом в тоталитарный режим. Пока не получается в тоталитарный режим, да, чтобы все строем ходили и, скажем так, были политизированы, заряжены какой-то идеологией и мечтали пойти возвращать Аляску, Калифорнию, Форт Росс, либо, я не знаю, там, Польшу и Речь Посполитую, да, вот, но, тем не менее, все понимают, что если,
Но обратите внимание, вы видели кадры с тем, как, ну, там не показали, размажили либо не размажили мозги вот этому Нужину, да, зэку, которого с Украины выдали обратно в Россию матушку, и, в общем, которого потом появилось видео, что ему кувалдой раскувалдили голову. И как-то ни Следственный комитет, ни прокуратура, ни другие силовики никак не отреагировали, а Песков сказал, что вообще нас это не касается. То есть все же понимают, что начинаются какие-то вообще внесудебные расправы. То есть сегодня как бы в России вот это failed state, о котором постоянно говорит Дмитрий Потапенко, что, значит, границ территориальных толком нету, 4 региона признали, 4 региона не контролируются, Херсон, который часть Российской Федерации, вроде как по закону, и областной центр, сегодня вообще отдан правый берег, да, вроде как нам говорят наркоманам, неонацистам, бандеровцам с Украины, да, вот как они их там представляют по телевизору. И как-то к этому так отнеслись, что ну отдали, как бы да, отдали. Возникает вопрос, а вообще где граница России, да, контролируется ли она, монополия на насилие размыта, появляются частные военные корпорации, хотя статья о наемничестве в России никто не отменял, 20 лет лишения свободы, как и о формировании незаконных банд, формировании вооруженных. Поэтому, знаете, какие инвестиции, какой рост экономики? То есть тут вопрос в том, что все понимают, что мы двигаемся к катастрофе. Это катастрофа не просто социально-экономическая, там, да, вот этим, с тем, что экономика с 2008 года не растет, а с 2014 года народ беднеет. Ну, это там катастрофа демографическая, про которую постоянно, да, в том числе Булат Искандерович говорит, про то, что убыль населения в том году 1 миллион человек, в позапрошлом 702 тысячи человек, в этом году 450 тысяч человек с начала года, да, рожают, чем умирают, в 1,5 раза больше, чем рожают детей. Женщина заводит меньше 1,5 детей на ребенка, показатель фертильности падает год от года, да, то есть политический кризис, движение в сторону этой мобилизации, военного положения, пускай пока и частичного, да, разговоры сегодня были у Гурулева, генерал-лейтенанта, зампреда комитета Госдумы по обороне, что уже готовится вообще к переходу к обороне Крыма. Так вопрос, 3 дня, как там, помните, были методички, их озвучивала Симонян, что в 7 утра подъем, в 8 утра каша, в столовой, в 9 утра построение, и в 9 вечера, там, в 8 вечера, значит, концерт Газманова на Крещатике на Майдане, да. Теперь вот такие заявления про оборону Крыма, это официальная позиция единоросса Гурулева в Госдуме, да, вот он сам говорит, это не мы с вами придумали. Какие могут быть вообще инвестиции? Тут люди не понимают, завтра не отправятся на фронт в окопы или не отправятся, да. То есть больше 1 миллиона человек, которые выехали из России, которых пытаются представить врагами народа пятой колонной, которые всегда были в оппозиции многие, да, к режиму, не поддерживали поправки Конституции, фальсификации выборов, не поддерживали узурпацию власти, не поддерживали повышение пенсионного возраста, не поддерживали коррупцию, вот эти вот суды карманные, басманное правосудие, да, с которым мы все сталкивались. Там у меня, значит, за выборные кампании в Госдуму до этого там 20 суток ареста, там 200 тысяч рублей штрафа, там Бондаренко лишили мандата депутата нашего друга, товарища, там Грудинина не пустили в Государственную Думу в тройке федеральной, Рашкина лишили мандата. Ну, слушай, ну это репрессии, они же всем очевидны. Не будет никаких инвестиций в ситуации, когда государство деградирует на глазах, когда вертикаль власти сама рассыпается под грузом той политики, того безумия, которое она проводит, да. И одно дело, если бы это все было победоносно, вот со всеми этими там фанфарами, со всем остальным, но, как мы видим, этого не происходит, и уже все эти Симоняны, Киселевы и Соловьевы меняют риторику, и уже говорят, что виноваты опять там 5-я колонна, виноваты коммунисты, виноваты либералы, виноваты националисты, виноват Ленин с печенегами, кто угодно, да, только не вот это вот прогнившая от коррупции, от непотизма, круговой поруки, несменяемости власти система. Поэтому, повторюсь, деньги есть, деньги были, но эти деньги десятилетиями страны вывозились. Вот Булат Искандерович цифру приводил, я могу подтвердить. С 2008 года только официально до конца текущего года, если прогноз Набиуллиной сбудется, в 250 миллиардов долларов вывоза капитала, из России вывезут 1 150 200 долларов. Да, там даже больше триллиона получится факт, там 1 100 000 перешагнем, да, это там 2/3 экономики страны. На эти деньги, если бы они были вложены там не в яхты, не в солярисы, не в эклипсы, не в виллы на Сардинии, в Сицилии, да, не в активы там 200 богатейших россиян, у которых только официальные активы больше наших валютных резервов были к началу СВО, если бы они были вложены в экономику, мы бы жили бы в другой стране, но этого не произошло, этого не происходит. И сегодня ничего не меняется, сегодня они остаются бенефициарами. И сегодня Потанин, Прохоров, не знаю, Мельниченко, Ротенберги, Ковальчуки, Тимченки, там все остальные, там, да, они все при своем.
они сидят на огромных господоках, госденьгах, они по-прежнему владеют богатствами природными России. И эти деньги, они идут не на нужды страны, да, а не на повышение зарплат, пенсии, вот эти там 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Они по-прежнему в их частные карманы, потом там растворяются, там в золото уехали, криптовалюты купили, значит, там недвижимость скупают в странах Юго-Восточной Азии. Да, мы все это понимаем, это клептократический характер не меняется, поэтому я не вижу даже желания и задачу правящей власти, правящего режима что-то менять. Их задача удержать власть, их задача вот этот вот внутренний протест, социально-экономический протест, недовольство тем, как проходит мобилизация, те, кто там уехали, спрятались, и чего-то, гайки закрутить и постараться удержать власть. Они решают свои задачи. Задача развития экономики, модернизации, там, индустриализации, значит, реальной технологической какой-то модернизации, она перед ними не стоит от слова совсем. Они решают свои узкопрофильные задачи. Вот, поэтому не случайно уже заявили, что создавать собираются вот это Министерство пропаганды и правды. Причем это заявил тот же самый генерал Гурулев, который ищет 1,5 миллиона портянок и военной формы, которая пропала, якобы, как он сам сказал. Они там ищут, прокуратуру письма пишут с Картополовым, главой комитета по обороне, там пытаются найти, кто же там украл. Тогда вопрос, кто же украл-то? Интересно, кто же эту систему строил так, что у нас медицина, образование, Российская академия наук, как говорится, практически в руинах лежат после оптимизации, да? Значит, экономика, там, майские указы, нацпроекты. Поэтому, да, если коротко, я повторю, что я полностью поддерживаю тезис, который высказывает Булат Искандерович. Я вижу чат, который пишет: ребята, что делать? Я вам скажу так, что сейчас вы ничего не можете сделать. Сейчас задача донести эту информацию до большого количества людей и понимать, что, скажем так, за будущее России бороться придется в ближайшее время. Значит, и, в общем, все идет к своему финалу, очень трагическому. Я не вижу никаких иных исходов, чем тот, куда мы идем. Спасибо большое, Влад. Ну, у нас подошло время подвести итог нашему сегодняшнему обсуждению. Была достаточно, мне кажется, жаркая дискуссия, и некоторые полярные мнения у нас присутствовали, но в одном мы все-таки сошлись, что при текущих условиях сложно ожидать каких-то перемен для нас, для простых россиян, для 99% населения. Вот, нужны кардинальные перемены, перемены в правительстве, о чем говорил Булат Искандерович. И от себя хотел бы добавить, что когда мы говорили о социальной политике, мне вспомнился образ медведя, который зимой от голодухи посасывает лапу. Мне кажется, у нас политика не социальная, а какая-то социальная. Вот. Поэтому перспектива, нужно готовиться к не самым лучшим раскладам, вспоминать весной, что такое дачи, распахивать снова газоны под грядки, вспоминать соление, варенье и другие домашние заготовки и, собственно говоря, осваивать базовые методы выживания в городах, как зарабатывать дополнительно и так далее. Очень важный момент затронул сегодня Влад Жуковский, это момент повышения тарифов. Такого на самом деле никогда не было. Была тема такая, что раз в год, обычно в июне-июле, повышались тарифы, централизованное государство говорило, насколько тарифы будут повышаться. В этом году тарифы нам повысят второй раз за год, и это не отменяет того, что будет повышение снова в середине следующего года. Поэтому мы затронем тему тарифов в следующем нашем выпуске. Что это такое в развернутом виде, к чему готовиться, как это зависит. Об этом мы поговорим через неделю. Ну а сегодня я благодарю всех наших экспертов, гостей. Вас, дорогие зрители, кто досмотрел до конца. Ставьте лайк, подписка, комментируйте вообще, что вы думаете. Мы вещаем от Магадана до Москвы. И спасибо вам еще раз. Благодарим вас за участие в нашем эфире. Спасибо вам. Увидимся через неделю. Булат Искандерович, благодарю вас.